Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату, массера бюстикюэл. Доброй ночи, уважаемые подписчики. Сегодня у нас воскресенье. Как я вам обещал, время эфира. И сегодня я бы хотел немножко, чтобы мы посвятили интересным вопросам, касающимся непосредственно нашей истории. Я понимаю, что вчера более или менее мы так размыто с вами говорили, отвечая на вопросы. Сегодня вот всяких плачущих нордийских утырков, но сегодня мы посвятим все время в основном на тематику историческую. Вначале я зачитаю параграф, пару интересных тем касаемо нашей истории. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. А дальше уже на свое усмотрение можете задать вопросы, если у вас появится такого желания, не обязательно касаемо именно этой тематики, которая есть, то можно любую тематику, которая вам интересна. Вот. Так. Ну, про культурные, археологические культуры, Кура-Аракскую, Майкопскую, Кайкено-Харачевскую и Кабанскую культуру мы уже непосредственно говорили, я зачитывал его у нас в эфире. Вот сейчас я постараюсь более или менее интересную продолжить другую тематику. Так. Мгм. Так. Так, сейчас. Целых 5 страниц, чтобы и недолго. Ва алейкум ассалам. Интересно было сразу. Давайте сегодня мы немножко прочитаем этнонимы и топонимы. Этнонимы и топонимы. 58. Так. Этнонимы и топонимы. Как известно, в третьем-втором тысячелетии до нашей эры на территории Древней и Предней Азии и Кавказа существовало мощное высокоразвитое государство Митании, которое имело и второе название Нахарина. Название государства Митании в египетских текстах предоставлено в хананайском варианте Нахрия, реки Нахреэна, двуречья. Более того, в Сирии существовало степное государство с хуритским наименованием Нухашше на семитском языке, Лоаш, которое охраняло дорогу в Финикию. В середине второго тысячелетия до нашей эры в египетских источниках говорится о доставке материалов для колесниц из страны Нахарина.
египетское название метании. Причем называются такие породы деревьев, которые не растут южнее Трапезунда и Араратской долины. Вот. Далее на академическом тексте известно 11 торговых поселков в Северной Месопотамии, среди которых встречается название Нахрия, верно, истоков реки Хабур, и Хабур. В эпоху Сардура II столицей страны Арме называют город Нахириане, упомянутый в ассирийских и каппадокийских табличках. В основе этих названий находится корень «нах», присутствующий в самоназвании чеченцев. Нахи, Нахчи, Нохчой, Нохчуа, Нохчичуэ, Вайнах. Более того, и государство Урарту имело второе наименование Нахрия, Наири. В едином происхождении наименование корнем Нах было сказано в специальной работе. В следующий период этот этноним встречается в армянской географии VII века среди народов Северного Кавказа в виде словесного словосочетания «нахчиматьянг». В специальной научной работе так, в специальной научной работе высказана мысль о том, что первой части этнонима Нахчиматянг соответствует древняя чеченская основа Нахча, самоназвание чеченцев. О наличии слова «нах» в ряде этнотопонимов Урарту в прилегающей области было отмечено в работах ряда исследователей. Причем необходимо отметить, что нахчи – этнический термин по происхождению сугубо научный, неизвестный в народе, входящий в обиход под влиянием научной литературы. Образован он на основе слова «нах». «Люди», «народ». Ныне он является этнонимом и топонимом, как и в древности. В частности, неоценимую роль в топонимии исследования древней истории того или иного этноса в этногенетических исследованиях. Топонимика представляет собой, несомненно, мощное средство обнаруживания древних этнических пластов на той или иной территории. Так, например, в доисторическую эпоху на территории Кахетии проживало одно из чеченских племен. Об этом свидетельствует географическое наименование Софена, Супани и другие, которое насыщена целая область Малой Азии. Вместе с тем, в новый период, с 15 века до нашей эры, Митания было сильным государством и оказало влияние на дальнейшую историю Ближнего Востока. И это последующие времена мы встречаем несколько вариантов. Вот. Его наименование Нахарина, египетское, Ханигабалт, аккадское, Матиена, древнегреческое и другие. В определенных историческим периодом главным центром политической жизни хуритской и уральских племен во втором тысячелетии до нашей эры были обширные территории Наири, то есть страны Наири, вокруг Ванского и Урмийских озер. Кстати, об этом насчет Ванских и Урмийские озера и материалы по поводу Урарту и Хуритского государства мы с вами зачитывали точно так же в работах Хасана Бакаева, что лишний раз подтверждается на сегодняшний день в работах других и поддерживается, конечно же, непосредственно. В дальнейшем я зачитаю вам, кем непосредственно эти работы зачитаны, кто поддерживает непосредственно вот эту работу. То есть дает добро на публикацию и согласен с такими научными наработками. Вот. Так. Урмийские, кстати, Наири
Наири. Это тейп и место. Более того, это самый главенствующий тейп. Народ Нахири, биайнцы, влияние которого поздно осуществлялось на Западе, в Закавказье, но и более северных районах Кавказа, то есть Северного Кавказа. Сюда можно причислить шлем Сардура, клинописные тексты в некоторых районах Северного Кавказа. Родство нахчийских и дагестанских языков с хурито-уральскими, опять же, мы знаем по последним наработкам работы дагестанских, я как бы нисколько не умиляю, но дагестанские племена и язык с дагестанские языки не совпадают. То есть совпадение с непосредственно с уральским и хуритским языком, то есть вообще минимально, в отличие от нахчийских. Вот хуритский язык в настоящее время считается уже доказанным, это Дьяконов говорит, на территории расселения хурита-уральских племен или вблизи их надо искать древнейшие следы протонахов, которых других и некоторых других кавказских народов. В этом плане интересны такие названия, как область Нахрия, Нахиани, город Нахриани, страна Папанахи и Бабанахи, которые можно предположительно связать с именем племен Нахи, отождествлять этих нахов Наири с нахами Северного Кавказа, то есть предками чеченцев, а также самоназванием современных чеченцев. Нахчи и термином, имеющим в их языке нах – человек, люди, народ, племя, название страны. Бабанахи, Папанахи образовано от хурита-уральского слова баба, папа, по-чеченски большой, большой гора и буквально означающая горная страна. Этот термин в ассирийских источниках употребляется для обозначения хурита-уральских горцев армянского Тавра. Вот. Вторую часть названия Нахи можно перевести с современного нахчийского языка люди, народ, и полностью тогда Бабанахи будет обозначать страна горных людей, а жители ее – горные люди, горный народ, горцы. Я уже не в первый раз встречаюсь с этими терминологиями, Бабанахи, Папанахи, но, честно сказать, вот эту теорию и версию я смотрю уже в научных кругах, очень сильно рассматривают, работают над ней, пытаются эту гипотезу доказать. Посмотрим в дальнейшем, насколько будут убедительны доводы и исторические материалы, которые подтверждают непосредственно вот эту гипотезу. Очень интересно и важно добавить к вышесказанному баслам нохчи, нахчи, ценюк, аху разницу. Нохчи и нахчи, я вообще-то хотел не отвлекаться, но раз вы задаете вопросы по ходу сразу, давайте постараюсь ответить. Разница между нохчи и нахчи никакого нету. Нохчи – это современный литературный язык, который уже начали непосредственно говорить в 20 веке. А нахчи через А. Нахчи – это более древнее самоназвание нашего народа. То есть в древности именно называли через А наш народ. Нахчи, Нахчи-Матьянг. Все это через А идет. Более древнее, если вы хотите, самоназвание нашего народа, то нужно говорить непосредственно Нахчи через А. Если вы хотите более современный, уже более литературный, классический сегодня язык, это О. Никакой разницы между А и О переходом, я спрашивал многих лингвистов, нету никакой разницы. То есть это в зависимости от диалекта, то есть более древние диалекты, такие как Чабар, Луай, Шар, Луай, вот именно Итон-Кал, те, которые живут в горной части, откуда мы все родом произошли, они всегда говорят через А. Нахчи, дуэй, оля. Разницы нету через нахчи или нахче. Это одно и нохчи, 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 нахчи, нахче. Все это имеет один и тот же корень, одно и тот же смысл. Это просто слова-синонимы. Никакой разницы между нету. Более современные, более поздние. То есть, чтобы было понятно, название, там, допустим, чеченцы, когда появилось, мы говорили с вами, исследовали этот вопрос.
И первое упоминание у нас уходит где-то приблизительно в середине 17 века. В середине 17 веку в некоторых материалах мы находим название непосредственно какого-либо вот, мы находим название какого-либо там, я не знаю, исторического материала, там находим слово чечан или чечены или чеченцы, вот, и уже после этого мы делаем вывод. А чеченцы это не самоназвание нашего народа, это непосредственно слово, которое обозначали весь наш народ непосредственно после того, как, грубо говоря, царская Россия начала покорять вот именно нашу территорию, вот и таким образом оно появилось. И я честно сказать, я понимаю, что это сегодня бренд, что это все круто, что по всему миру знает этот бренд. Ну, вы знаете, это для людей, кто занимается историей, кто занимается вот более углубленно реальной историей и хочет знать правду, достоверную информацию, тогда, конечно же, лучше называть так, как называли его предки. То есть, если тебя зовут Асланбек, а завоеватель или тот, кто решил завоевать твою территорию, тебя называют после этого, я не знаю, Артур вместо Али, грубо говоря, или вместо Абдулла Артур назвали. Если ты согласишься, то ты, как говорится, каждый волен выбирать, конечно, свое. Я вам просто привожу аналогию. Я предпочитаю остаться тем, как меня назвали мои предки. Тысяча лет с учетом того, что завоеватель не имеет права. Хотя я знаю, что в мировой истории, честно вам скажу, многие моменты, они, конечно же, без всякого сомнения так и остались. Вот как и название варвары, появилось название многих других, которые вот, новые термины становятся брендом, становятся вот супергосударством. Ну, а Соединенные Штаты Америки, государство, которое никогда не существовало, появилось, как говорится, буквально лет 200 или не более там 300 лет, но видите, да, на каком уровне он, и Англия или другие европейские страны, даже та же самая Германия, Италия, они намного древнее, намного сильнее у них история, круче, реально круче история. Но, несмотря на это, каждый раскручивает, как говорится, войны, государства, империи становятся сильнее за счет того, что сегодня мощнее экономика. Короче, чем больше бабок, тем круче человек получается, или государство, простите. Вот. Поэтому сегодня, по мне, истинный патриот, настоящий представитель. Хотя, не забывайте, название Нахчи или Нохчи разницы нету. В Конституции нашей республики, нашего государства написано Чеченская республика Нохчичу. Это есть в нашей Конституции. И никто не имеет права это убирать. Некоторые любят писать Чеченская республика, некоторые любят писать Чечня, другие любят писать Чечения. Там, я, конечно же, предпочитаю всегда, вы знаете, на свою авторскую правку, всегда делаю почти во всех своих текстах и пишу. Но в Чечуе. Боковой дефис, тот, кто не понимает, потому что есть и зрители, подписчики из других регионов, русские, не русские, без разницы. А потом уже через дефис показываю, что это Чечения. Вот. Вот это так. Или Чеченская республика. Поскольку в первую очередь должно быть самоназвание самого человека. Как его отец, мать, или я не знаю, как их предки называли свою родину. А предки наши называли ее именно так, как через А, грубо говоря. Это местность, где проживают нахчи, через А, нахчи проживают. От Дарьяла и до Каспийского моря проживали нахчи. Какое у них было государство? Было это или конфедерация, как Алания,
или под протекторатом Хазарского каганата, или под протекторатом Золотой Орды, или там, я не знаю, все по-разному. Допустим, грузины эту область называли Дзурдзукетия в начале, до нашей эры, начиная со времен до нашей эры. Потом уже назвали Кистетия, допустим. Но это грузины называли. От того, что грузины так называли, от того, что там, я не знаю, англичане, русские назвали. Ну, поскольку Кавказ был завоеван непосредственно Российской империей, оно и остался вот так вот название. Вот. Ну ладно, давайте, чтобы не уходя, как говорится, далеко, сейчас я зачитаю. В принципе, я вам объясню разницу вот этой книги и той, что я сейчас зачитываю. Если вы эту информацию слышали, я повторяюсь, я вам хочу показать, что аналогичные материалы друг друга поддерживают и подтверждают это. И кто непосредственно был рецензентом данного материалов и данной книги, вы должны понимать плюс-минус, да? То есть серьезность этого материала, то есть это не просто там сел какой-то балабол, злой изя, дебилоид, не имеющий 2 класса, или там старый маразматик, который сидит и начинает фуфло гнать, начиная от каменного там какого-то изваяния и заканчивая там кисловодским массажем. Это люди серьезные, которые наукой занимаются десятками лет, профессора, у которых научные работы, то есть уровень земля и небо, чтобы вы могли сравнить, что говорит наука и что говорят балаболы. Вот. Так. Название страны Бабанахи, Папанахи образовано хуритское, уральское слово баба и пах. Но это я уже зачитывал, да, вам? Вот. Очень, очень интересно и важно добавить к вышеуказанному, и то, что в разрядной книге древних нахарарств княжества Армении упоминается нахарарство Нахчери и князья Нахчери. Это Туманов об этом пишет в своей книге. Источник К.М. Туманов заявляет, что в ассирийских клинописях, ассирийских клинописных памятниках имеется упоминание области Нахсуанна, в Южной Армении. То есть в той же Южной Наире-Урарту, где находилась область Нахрия, Нахини, Папанахи, Бабанахи и город Нахриани, упомянутые в других древних источниках. Следовательно, можно предположить, что эти Бабанахи, Папанахи или просто горные Нахчи могли быть племенем в какой-то мере родственные нахчийским и прото-нахчийским племенам. Вот так вот. Ага. Ладно. Хорошо. Так. Вот. Дальше. Среди стран Наири ассирийцы называют туалы. Однако название туал до настоящего времени существует в осетинской речи для обозначения Нарской котловины, бывшей туалетти и или по-грузински двалетти. Прошу очень хорошенько прислушаться. Надеюсь, меня слышно хорошо. А то я смотрю, у вас тут баталии идут горячо, пока я разговариваю. Так вот, Двалетти, Южные Осетины. Дальше, им Двалетти, точка стоит, Южные Осетины. И сейчас называют себя Туалта, словно в доказательство своего происхождения от туалов Наири. Как утверждает В.Н. Гамрикелли, древние двалы, туалы были нахоязычными и лишь позднее пришли на осетинскую речь. Причем под нахчийским племенем, как справедливо отмечает Гамрикелли. Следует понимать те этнические единицы кавказских племен, то есть протонахчийцев, из которых позднее сложились
нахчийские народы, чеченцы и другие. Я прошу заметить, что эти работы, которые написали материалы о том, что некоторые осетинские общества происходят от чеченцев, именно от нахчийцев, которые потом в дальнейшем утеряли свой язык и стали использовать осетинский, он дает многим ответы на некоторые вопросы, которые нам на протяжении последних 2-3 лет задавали снова и снова. Почему у нас одинаковые фамилии, почему у нас одинаковые некоторые ритуалы. Даже в том числе, включая, что вот по религиозным каким-то обрядам, культовым сооружениям, я не знаю, может, башенным комплексом. Вот откуда, возможно, я не подтверждаю, не отрицаю. Но, как вы видите, об этом говорит ученый, причем один из известнейших ученых Грузии, Гамрикели, что древние туалы были нахоязычными. То есть они говорили, как мы на нашем языке, на нахчийском языке. Двалы, непосредственно осетины. Точно так же сегодняшние современные ученые, сегодняшние непосредственно, я имею в виду, с которые еще пока живы, я общался и разговаривал насчет карачаевцев и балкарцев, якобы тюркоязычных, но входящих в состав непосредственно Аланского царства. И когда я начал более подробно, алейкум ассалам, говорить с ними, непосредственно с доцентом, кандидатом исторических наук, если я не ошибаюсь. Я просто боюсь, если я вдруг ошибся непосредственно его званием, прошу меня простить, Хизреевым Хаджи Ахмедовичем, доктор исторических наук, он кажется, или кандидат исторических наук, ну или доктор исторических наук. Он говорит, что карачаевцы и балкарцы когда-то были нахоязычными, и что в дальнейшем они утеряли свой язык, и под натиском после победы Тамерланом окончательной победы над Аланским царством, под его давлением стали потихонечку непосредственно принимать тюркский язык, и так стали тюркоязычными. Если я не ошибаюсь, он сказал, что или нахоязычные, или же он сказал, какой-то был свой язык, но утеряли они этот язык. Я боюсь, что как бы не перепутать, но я обязательно уточню этот вопрос. Вот, что они являются автохтонным непосредственно. Но, опять же, сейчас мы натыкаемся на материал, где Гамрикели утверждает, что двалы, то есть часть осетин, древние двалы были нахоязычными, как я вам зачитывал. Следовательно, нахов, наири, урарту можно предположительно связать с нахчийцами Северного Кавказа, а в более узком смысле чеченцами, нахчиями. Часть нахчийцев остались, например, в Армении, где упоминается нахарарство княжества Нахчерии до 8 века. Вот. Более того, Нахчеван мы связываем с самоназванием чеченцев, Нахчи, чеченцы. Иван, бан, место пребывания, местонахождения. Слово слово ван, бан, бун представляло в других названиях местности Закавказья Ереван, Эребун, Албан, Алван, Шарван, позже Ширван и другие. Нахское бан-бен в топонимике нахчийских языков вероятно приобрело значение место пребывания, то есть гнездо. Причем все эти названия имеют прозрачное значение на нахчийской почве. Эребун, Аребун, равнинное поселение. Албан, Алван, низменное речное место. Шарван, Шарван, гладкое, ровное место.
Кстати, слово шарван и шали насчет гладкого ровного места была версия. До сих пор никто не может сказать, как в прямом и смысле переводится вот, более точное, подходящее название, дать расшифровки одного из самых больших сегодня это город, но в советское время было одно из самых больших селений, город Шали. Мы много об этом я пытался узнать, но информация с Википедии, там, особенно тюркская, там, кумыки то, что говорят, или сюли то, что говорят, это полнейшая ерунда, конечно же, это ересь пол. А вот шелег, то есть место на открытом ровном пространстве, место, которое было более ровное, она предгорная часть, оно более подходит. И если мы вот сегодня видим Шарван, Ширван, Шели, Шел, как сегодня мы уже Ойл или Аул мы уже убираем, автоматически получается, что оно приближено более к нашему языку. Это, конечно, гипотеза, но можно над этим поработать и посмотреть. А та версия, которая есть сегодня, она, конечно, абсолютно очень слабая, ну, по крайней мере, не знаю, возможно, работают над этим. Какое они приняли общее, там, оставили за ним название. Мы этноним за городом Шали, откуда оно появилось, так я и не услышал. Дальше. Название Хуритской области Нахария. Название Хуритской области Нахрия, находящейся к северу от Кашиярских гор, обращает на себя внимание его первая часть Нах, что по-нахчийски означает люди, народ. В нахчийских языках топоформат. Свыше изложенными логически увязывается и этнолингвистическая ситуация, наблюдаемая на Северном Кавказе. В Терско-Сунжинском бассейне в 3-2 тысячелетиях до нашей эры, валикум ассалам, в 3-2 тысячелетии до нашей эры прослеживаются следы генезиса местной материальной культуры, носителями которой были протонахчи. Начиная с 3-го тысячелетия и до 7 века, с 3-го тысячелетия до и 7 века, 3-е тысячелетие 7 века до нашей эры, происходит консолидация нахчийских этнических групп. Одновременно в 19-7 веках до нашей эры идет процесс сложения общенахчийского этнического массива. С 7 века до нашей эры в результате последовательных вторжений на Северный Кавказ кемерийцев, это все, кто причисляет себя потомкам кемерийцев, чтобы вы знали, кто вообще или потомки этих людей являются пришлыми. Начинаем. В первую очередь кемерийцы, скифы, сарматы, аланы, гуны и прочих кочевников. Люди нахчийского круга начали осознавать себя как единый народ. Нах. Это самоназвание семантически восходит значению «люди». Здесь необходимо уточнить, что Муса Багаев не учитывает родственные отношения между нахами и указанными этническими Инстаграм Болбяшью, но меня просто-напросто через каждые полчаса выкидывает. Элементами, кроме гуннов. Об этом участие наших предков в формировании причисляется им наших предков в формировании перечисляемых им племен. Вот так, вот эту работу, которую мы закончили, вот сегодня мы зачитали, очень важно и нужно. Это этнонимы и топонимы. Были самца боцу боцу, но он через полчаса выкидывает, если через VPN. По крайней мере, бесплатный VPN не работает. Книга, чтобы вы знали, эта книга, каждый раз я ее зачитываю,
к древней истории нахчийцев, к древней истории нахских племен. Третье-первое тысячелетие до нашей эры. Книга 2009 года. Рецензенты этой книги. Рецензенты, то есть те, кто полностью прочитал, ознакомился, одобрил и согласен с данным материалом. Я хочу, чтобы вы ознакомились с ними. Доктор исторических наук, академик Меликашвили, Г. Меликашвили. Доктор исторических наук, академик Георгий Георгадзе. Я думаю, что Г. Георгадзе. Доктор исторических наук, член корреспонденции Академии наук Грузии Пицхалаури. Доктор исторических наук Г. Гасвиани. Доктор филологических наук К. Чрилашвили. Доктор исторических наук, член корреспонденции Российской Академии наук С. Арутюнов. Доктор исторических наук А. Терпетросян. Доктор исторических наук С. Чешко. Все вот эти люди и монографии, само собой же, здесь не без доктора исторических наук Джамирзаев, наш Джамирзаев С.М. Вот. Все перечисленные представители ознакомлены с данным материалом. Они являются рецензентами, первых. Во-вторых, я хочу до вас довести, что многие работы использованы ими, мы зачитываем в этой книге. То есть вот эти работы, они знакомы не понаслышке, и многие взяты с их научных исторических трудов. Поэтому очень сложно будет каким-то, ну, ладно, сегодня, различным чекиндезам, которые умственно недалеко ушли от больных людей, но ну да ладно. На больных мы не обижаемся, но если сравнить с их сказками, здесь очень сильный материал, исследовательский материал, над которым люди работали без преувеличения десятки лет. Они появились не от политической конъюнктуры, не от того, что кто-то сбежал, поменял свой, как говорится, флаг, отца, мать и все остальное. Поэтому я хочу, чтобы вы увидели это. Что там говорит Бузуртанов, я не знаю. Я на больных и старых людей не обижаюсь. Но про Экке еще до Бузика, Русика я опубликовал. Вы можете найти последние тексты, взять на Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм, ВК. Зайдите, посмотрите. Про акинцев материал я закинул, я еще закину. Акинцы намного древнее и Бузуртану, и тех сказок, которые он рассказывает. Экке – это часть ногчи народа. И всегда был, и есть, и остается. Экке никогда не воевали против своего ногчи народа, поскольку они были частью нашего народа. А воевали ли они против других, об этом достаточно материалов. Я просто не публикую для того, чтобы не оскорбить. Я знаю, что многие небольшая часть акинцев проживает в Ингушетии. Дабы не стравливать, почему я говорю, многие акинцы со мной оттуда на связи. Они присылают информацию. Ту информацию, даже которую мне не дают наши местные акинцы, и полевые материалы, и много остального, у меня все это есть. Книги по разоблачению и много чего. Акинцы – это часть ногчи народа. Они всегда были и есть. Всегда, с кем бы ни воевали, весь наш ногчи народ, или биноевцы, или шатоевцы, или итумкалинцы, акинцы всегда, ламэкки всегда были рядом, всегда были со своим народом и воевали против захватника, будь то монголы, будь то любой пришлый. Сегодня не нужны на самом деле ни акинцы не нужны, ни арстхоевцы не нужны, ни мелхи не нужны, ни тирлоевцы не нужны, ни чанты не нужны. Эти разговоры и тумкалинцы, они ведутся только для одного. Это все провокации, вакханалия вот это, только для одного. Для того, чтобы, во-первых, разделить единый наш народ, во-вторых, отторгнуть
или попытаться развести сепаратизм на территории Нохчичо, что, конечно, будет подавляться, поскольку внутренний сепаратизм недопустим ни для одного народа. И в-третьих, конечно же, самая важная, самая главная цель – это отторгнуть территории. Отторгнуть территории акинцев, мялхистинцев, уарстхоевцев. Вот для чего делается. Из этого сказочного доклада, который был сделан непосредственно западные, восточные некоторые нордийцы, я не заговорю за весь народ, объединились, оскорбляя, унижая, принижая часть нашего народа, ауховцев, акинцев ауховских, пытаясь говорить, что они переехали тогда-то, тогда-то и тому подобное. Ну, конечно же, даже вся боевая история акинцев, которые есть у Эхкы, у одного типа Эхкы даже, не сравнится, имеется в виду, вот с ней, с Акинской, Лам Акинской. Вот то, что даже если мы говорим на уровне их тейпа, даже та история, которая есть у них, намного мощнее, чем у рассказов этих нордийских имбецилов. За Экка я вообще не переживаю. Я знаю, что Экка – это часть нашего народа. Меня просто-напросто немножко вымораживает вот этот внутренний сепаратизм, недалекий умом малолетки, кашпотики, я не знаю их, не знаю, бузуртанчики маленькие, или называйте как хотите, чикиндезы, которые непосредственно занимаются вот этой ерундой и рассказывают о том, что якобы аух, там, акинцы отдельно, с отдельной историей, с отдельный народ и так далее и тому подобное. К чему это приведет и к чему это... Я это прекрасно знаю. А те люди, которые не имеют высшего образования, которые не интересуются ни политологией, ни историей, они скажут, ну, раз не Нохчи, значит, и кто? Ясюли Баол. Вот из этого возникает потом резонанс. А нормальные эхи, которые знают, что они часть Нохчи истории, часть Нохчи народа, начинают говорить, гунд ол этябош, тхосюли буоле, эхи, тхосюли мобас, тхоцен Нохчи мобу. Да, но это возникает из-за того, что вы позволяете вот этим неоутыркам, которые сидят, получают копейку и отрабатывают ее там от разных чекиндезов нордийских с востока или с запада. Они получают свою поддержку от них. Они получают, они отрабатывают, и они разводят фитну. Дошли до того, что из-за своих наших внутренних разборок они начали 200-тысячный народ Ауха, народ, я почему имеется в виду, который проживает в Аухе, 200 тысяч ауховцев, начали их там говорить, что они пришли чуть ли не во второй половине 19 века. Начали рассказывать, что аух там вообще не такой. Оказывается, во времена Тамерлана, когда говорили об области аух, это они говорили о каком-то Сюлинском районе, там Хапизово. Вы представьте, Бузуртанов зачитывает материалы непосредственно ярого чеченофоба, которые рассказывают вечно сказки, фитну разводят, рассказывают, материалы зачитывают. Точно так же в этом докладе мы видим те же самые материалы, которые ярых чеченофобов, которые есть с той стороны, они внесли его в доклад свой. Ну, это не доклад, это параша туалетная, не больше, не меньше, которую туда внесли и там оскорбляют налево-направо ауховцев, оскорбляют налево-направо орстхоевцев. Для меня это непонятно. И когда я каждую страницу зачитывал, каждую доводил до каждого, послушайте, но этого не было, нету таких имен, не было. Они объединились. Вы представляете, они объединились, а мы до сих пор многие не можем там, хлопают глазами, не могут не объединиться, не сделать ничего. Максимально, что может, он, если там зайдут, там два слова скажут и утекают. И мне каждому по отдельности нужно вот в чем наша слабость.
Потому что если я нож махковец, да, доводит до того, чтобы было так, со нож махкову, если говорят об акинце, лам ахуючула, я должен отказаться. Это меня не касается, это тхатукумюк ирват, или варюк ирват, сатайп нарват, будь что с ним будет. Потом акинец лам ахке чунг. Ол там мелхих ляцадует. Он говорит, ну, солам ахкеву, со мелхи вац, да, мне наплевать. Потом мелхи говорят про орство. И вот такое происходит сплошь и рядом. Это происходит почему? Вот таким образом, деля целый единый народ, мы получаем проблемы внутри своего народа, мы получаем дробление внутри народа, мы получаем безразличие. Нам безразлично бывает, если погибает хоть один представитель. Для меня, я клянусь именем Всевышнего Аллаха, Валлахи, Биллахи, Таллахи, умрет один ауховец, или умрет один с Панкиси, кистенец, или умрет один с Натеречного района, Наурского, Шаройского, Галанчевского, умрет представитель моего Нохчи народа, для меня это трагедия. Любого тайпа. Валлахи, биллахи, талахи. И я противник этого. И я не хочу этого. Я хочу, чтобы мы жили как цивилизованные люди, размножались, изучали свою историю, учились. Деба, Деша, Даха, Санхоми, Нохчика. Нас и так уже довели до такого степени, что наш регион вообще никто и не видит. Да, за эти 20 лет миру мы показали, что духом мы не слабы. Всему миру показали. Хорошо это, плохо, я не говорю. Это уже другой вопрос. Политические вопросы я не обсуждаю. Вот. Но я говорю, имеется в виду, что это было несправедливое отношение. Я никогда не был сторонником того, что виноват весь народ, весь чеченский народ. Я знаю, что весь наш народ не виноват. Как не виноват и во время депортации весь наш народ был не виноват. Но за свои поступки, за свое безразличие мы очень часто расплачиваемся. А почему мы расплатились? Да очень просто. Потому что мы не объединяемся, не становимся единым целым. Сегодня более или менее этот круг уже объединения, он есть более или менее сильный круг. Но до конца нам не дают объединиться. Стравливая, говоря всякую чушь. Если для нас не будет трагедия, гибель, проблема, почему я говорю более или менее? Потому что я видел, когда произошла ситуация в Панкисе, насколько даже вот в интернет-пространстве я видел, как же сильно переживали представители нашего народа и хотели вот просто-напросто не знали, как быть, что делать, чтобы поддержать. Когда были проблемы ночи у представителей нашего народа, проблемы в Аухе, конфликт 17 года, опять же, мы показали свое единство. Вот. Это, конечно, имеет... Послушайте, я не сторонник того, если вы думаете, тут речь не о нацизме, национализме. Нет, я хочу, чтобы вы понимали, вы должны понимать, я в данной ситуации, каждый из нашего народа заслуживает быть едиными, то есть, чтобы мы объединились. Что касается Кавказа, един ли Кавказ, должен быть ли он единым, должны были мы вместе, конечно, должны. Конечно, мы должны. С Кавказом мы едины всегда были и будем. Не забывайте, никогда за всю историю человечества
нохчи не нападали ни войной, ничем на своих соседей. Никогда не нападали. Этого никогда не было. За всю историю. То есть, чтобы вот окрепли, вот мы стали, и мы начали нападать. Такого никогда не было. В истории такого нет. Не было и иншалла не будет. Справедливости ради нужно отдать должное. Народ наш всегда стремился к справедливости. Было ли все у нас хорошо? Конечно, я не утверждаю об этом, что было хорошо. Были ли ошибки? Да, были ошибки. Были ли предательства? Но если ты воспитаешь, как говорится, с молоком матерью, если ты не отдашь своему ребенку смысл слова «нохчелла», патриотизм, любовь к родине, честь, гордость, не попрошайничать, не цыганничать, не плакать, не просить, не умолять. Если ты вот негатив откинув, позитив в себя впитав, узнав свои корни, достойные корни, вот тогда ты себе никогда не позволишь наносить вред ни своему народу, ни своему тейпу, ни своему селу, ни своей фамилии, даже не своей улице, грубо говоря. Об этом нужно понимать. Если у тебя оно есть в крови. А если ты относишься пофигистически к своей родине, языку, истории, культуре, всему остальному, ну, я честно скажу вам, у меня возникает сомнение о чистой крови этого человека. От Алавина Мастиша. Я вам говорю реально. Вот у меня возникает такая, вот, это вот речь не в обиду никому. Я не, опять же, чистая кровь, имеется в виду. Вот у каждого народа есть свои плюсы, свои минусы. У каждого народа. Человек, живущий по кодексу, кодекс там, Нохчелла, да, человек, живущий в первую очередь по исламу, в вторую очередь по кодексу, то этот человек, думаю, что никогда себе... Так, Оляху. Ну, что и стоило ожидать, конечно. Себе не позволит этого. Ни деление народа, ни оскорбление своего народа. Ну и так далее. Не только своего, но и чужого. Всегда нужно уважительно относиться к любому народу. Но мы и не собираемся всегда, там, я не знаю, э, как говорится, подставлять одну щеку, там, когда тебе ударили в правую, левую щеку как бы подставлять мы не собираемся. Поэтому мы должны это понимать, мы должны это осознавать. Вот. Достойный сын. Я, честно сказать, вырос на рассказах моих отцов, моих дедов, на рассказах истории, когда наши отцы рассказывали, непозволительно, всегда говорили, «Ханох шувац», как ты можешь себе это позволить? Если не то, что это не касается, не то, что предательство или что-либо. Даже этическое поведение представителя нашего народа, там, не знаю, плюнуться перед старшим, плевать перед старшим, материться перед старшим, курить там или что-либо. Сразу первое то, что говорили всегда наши старейшины, «Нох чуват, как ты можешь такое себе позволить? Ты не можешь, человек с кровью, достоинством, честью нашего народа не может себе позволить такие вещи. Гылкахуах и так далее и тому подобное. Любовь к родине, честь, достоинство.
Эти слова, они, к сожалению, сегодня ушли, как я не знаю, как герои романов исторических куда-то уходят. Для нас это понятие, когда человек такие вещи говорит, о, а что это там? Это было когда-то нужно, но не нужно. Ведь онохи, горцы, рыцари Кавказа, они есть и сегодня. Оно не может умереть, понимаете? То, что заложено в генах, не может умереть. Для этого, говорят, читайте историю, изучайте ее, узнайте, как это все происходило. Что мы должны сделать для того, чтобы это все развивать в наших детях. Мы не можем воспитывать поколение, я не знаю, каких-то космополитов, трансгендеров и всех остальных вот этих лоли-моли, поле-поле. Но никогда этого не было. Я понимаю, что это болезнь, я понимаю, что это все вот, всякая вот эта вот лабуда. Валикум ассалам. Я это понимаю. Для меня, если бы не последние события, вот именно вот эти социальные сети, клянусь, я думал, самым большим бичом нашего народа в 21 веке может быть только алкоголизм или наркомания. Я думал, другого худшего исхода вообще для кавказских народов, что этого не будет. Но мы настолько сильно впитали. Вы знаете, вот план Алена Далласа, да, якобы ЦРУшника и так далее и тому подобное, что нужно сделать для развала СССР. Может, кто-то читал, это историческая справка. Ален Даллас, кажется, вроде бы там ЦРУшник он был. Или, я не знаю, может быть, эксперт, помощник, кем там он был, директор, я не знаю. Но я его материалы читал. Они тезисы, короткие тезисы. Я знаю, что там сейчас многие начнут говорить, вот теория заговора, что мы в это не верим, что на самом деле это не так. Но вы знаете, мы можем, конечно же, не верить в это. Мы можем не обращать на это внимания. Но я хочу, чтобы вы понимали, а, что все, что там написано, оно внедряется. Я не думал, что вот глобализм настолько сильно мог проникнуть. Я очень сильно понимаю все многое. Возможно, если бы не вот эти две войны, многого разврата, вот, который проходит через разные, я не знаю, через видео, аудио, там, что угодно, возможно, его не было бы. Возможно, бы не было бы среди нашего народа, если он даже есть гипотетически, я вообще говорю. Но он настолько сильно проник. И то, что есть где-то на Западе, особенно Голливуд, это вот настолько... Я, честно сказать, не могу сказать, что больше воспитания сегодня дают родители Кавказских республик, всех без исключения, из Закавказья вместе, дает родители или же дают все же ТВ, видео, разницы нет. Если бы мне сказали, кто же дает воспитание кавказским детям, в том числе нашим, я бы не стал бы утверждать, что дают родители. Да, конечно, какие-то горные селения, где нету интернета, где нету телевидения, вполне возможно, вырастут в духе патриотизма, консерватизма, в духе кодекса Нохчела, который так всем нам любим. Мы любим его, если спросить. Но доводить нет. Не знаю, возможно, если бы сегодня человек богатый,
щедрый сегодня бы пропагандировал эти вот вещи, я имею в виду непосредственно не просто там один раз, а вот проводил, реально делал бы стартапы, прикладывал бы, вот, направил бы на это деятельность, там, не знаю, определенные, я не знаю, как бы это сказать, чтобы сейчас опять не перевернули все. Но все же а, направить в это направление, возможно, все было бы иначе. Культ Онхола, Нохчелла, культ патриотизма, любви к родине и многому-многому другому, это, конечно же, это должны, конечно, я не знаю, не так, чтобы это обязательно там сделал. И поступил первый донат от нашего брата. Аллах дал Савел один. Хочу поблагодарить вчерашний эфир, после эфира от братьев моих ауховцев пришел донат, и вот сегодня еще один донат, один пришел. Ибрашки, если ты здесь, ты вот, у тебя просьба у меня к тебе, Ибра. Пожалуйста, вот это название этого очень, я это зяцер, ну, тот, кто хочет задонатить, Тинькофф название, да, яка название банка. Мы не делаем рекламу, не будем делать рекламу. Это раз. И во-вторых, тот, кто хочет задавать вопросы через Donation, ну, если это программа, которую ты говорил, подключить. Если есть вариант его подключить, мне спрашивали подключить, и чем можно было вопросы там задавать, там, чтобы через Donation. Все равно их нету включен адита, чтобы не говорили, что мы это не сделали специально. Кто хочет, может там задавать вопрос платный и и что. Машлам, может быть такое, что раньше все кавказцы, за исключением некоторых, были одним народом развод. Нет, не было такого. Одним народом не было. На говорящем на одном языке такого тоже нет. Это маловероятно. Это вот как с теорией с Вавилонской башней, которую там весь народ на этой башне, там они хотели построить башню до Бога, там строили вместе. И я еще слышал ее с детства, там, не знаю, это библейская версия или какая-то версия. И уже настолько высоко построили вот эту башню, когда э, Всевышний, или там, не знаю, разгневался и решил, там, чтобы они все поменяли, там, говорили на разных языках. И с тех пор эта башня перестала идти вверх из-за того, что они говорили на разных языках и не понимали друг друга. То есть дальше не смогли построить. Вот, там теория о том, как появились разные. Помочь каналу Элгон я занял Nightbot Элэг. Ибраим. И название банка, убери там название банка. Это, это реклама, то я не хочу, чтобы это была реклама, нам за это никто не платил. Вот. Вот такие вот дела. Давайте тогда задавайте вопросы. Расул, до всемирного потопа все одним народом, одним языке разговаривали, говорят. Ну, нету уже такого, честно вам скажу, подтверждения этому нет у нас. Ингушский не существовал до народа ночи. Да нет. Ну понял, о чем ты говоришь. Ладно. Вот. К этимологии. Это я зачитал у нас сегодня. Ты про какую башню во время фараона? Нет, не во время фараона. Вавилонская башня. Была теория о том, что во время строительства Вавилонской башни люди все говорили на одном языке. И вот Всевышний был против. Ну, там Бога они говорят, это русская версия. Ну, русская имеется в виду, христианская. И когда башня стала все выше и выше подниматься до небес, там,
которые хотели построить башню до Всевышнего там, и так далее и тому подобное. И Бог сделал так, чтобы все люди, народы начали говорить на разных языках. И работа у них перестала идти, то есть они перестали быть единым целым. Ну, я понимаю, что это богохульство, я понимаю, что это ересь, конечно, полностью. Ну, зачем? Если Всевышний захотел, перестали бы люди существовать. Вот. В Коране ничего подобного я не встречал, не видел, по крайней мере. Вот, вот так вот. Но вчерашнее то, что поступило, там было просто написано от братьев из Ауха, вот, донат один был, и сегодня еще один. Один Дармачус он задонатили, ДРС. Еще раз я хочу, чтобы было понятно. Мы можем зайти в Инстаграм, но не проблемно. VPN, он недолго держит, он начинает сразу-напросто блокировать. То есть через полчаса он показывает, вы ждаете, да, это блуждающие, то есть он вход на этот канал там через другие страны, а он начинает создавать проблему, потому что телефон и сим-карта у тебя показывают, что ты находишься в государстве там в одном, непосредственно в социальную сеть, Инстаграм, ты заходишь там с другого государства, которое за 5000 километров. И они, компания Мета, показывает ошибку и говорят, что кто-то хочет а, вторгнуться на ваш канал, пожалуйста, замените свой там аккаунт там, и так далее и тому подобное. Ну вот, значит, Расул, тем более это не поддерживается. Вот, поэтому мы не можем. А работа Инстаграм еще не, как говорится, не восстановлена. И я очень сильно сомневаюсь, что ее запустит снова и обратно. Почему? Потому что после эфира напиши мне в WhatsApp пошла. Хорошо, братик. Сейчас, чтобы было понятно, у кого почему я считаю так, некоторые люди говорят, что вполне возможно скоро Инстаграм восстановят и так далее и тому подобное. Маловероятно. Исходя из логики, могу вам объяснить. Последний санкционный список, который внесены там 400 с лишним американцев, или 400, или 900, я не знаю, американцев, среди них есть основатель и главный, как говорится, фигура всей этой компании Мета, Марк Цукерберг. Марк его, кажется, зовут, да, Цукерберг? Ну, вроде, ну, Цукерберг, короче. Основатель такие программы, как Instagram, владеет Instagram, Facebook и WhatsApp. Ну, WhatsApp в России пока не запретили, он работает. Остальные две метовские компании, такие как Facebook и Instagram, в связи с последними событиями, пока приостановлены на территории Российской Федерации. Конечно же, ими пользуются некоторые люди через непосредственно обход, как говорится, VPN-браузеров. Ну, рекламу платить ты не можешь, ибо это нарушает закон, может привести к уголовной ответственности. Но мы, как говорится, ничего не заказываем, имеется в виду рекламу там и так далее, имеется в виду профили там. Продвижение, на продвижение рекламы мы не заказываем. А значит, все нормально. Илон Маск и Лург Ахшлур Даритеш. Не думаю, с каких пор они стали древними, как народ. Вот все, ДРС хранает бот. И бряшка. Поможет, не поможет, это не важно. Наше дело мы отправим, а так, кто задонатит, я его обязательно отблагодарю, скажу ДРС, хил и так далее и тому подобное. А так, конечно же,
Последний раз я зашел на Инстаграм, успела зайти где-то в 60 человек, но после этого выкинула. Сразу выкинула, сказали, чтобы я искал какие-то параллельные другие альтернативы. Поэтому как-то так. Ну, задавайте вопросы, если вас что-то интересует, или мы можем еще материал, если хотите, зачитать и обсудить его. Очень прошу каждого подписчика, не забывайте лайкать, оставлять комментарии. Я в Ютубе оставляю каждый день комментарии, точнее, не комментарии, а посты новые. И в Ютубе, и в других местах. Facebook, Telegram, ВК, Instagram, Рутюб у нас тоже мы вот работает. Везде все эти каналы у нас идут и работают. Я не говорю, чтобы везде оставляли. Но у подписчиков Ютуба, кто непосредственно сидит в Ютубе, я прошу, чтобы вы обязательно оставляли один-два комментария, лайкали непосредственно наши эфиры. А это очень важно и нужно для продвижения. Конечно же, несмотря на исторические карты или видео полезные, даже в Ютубе, когда я закидываю, именно наши прямые эфиры намного больше просмотров, чем там какой бы ни был исторический материал. Я из-за этого благодарен. Огромное спасибо. Радует, что есть люди, которые любят свою родину, помогают, поддерживают меня добрым словом. Кто там может донатит, кто отправляет книги. Ханг Бахай. Поэтому вы поддерживаете меня, я поддерживаю вас, и мы будем работать вместе. Пока из новых книг у нас нету, будем работать по старым книгам, добивать их. Да, Аллаха, по максималке сделаем все, что сможем. Вот. Но у нас как нет. Обязательно, конечно же, это лайк, один-два комментария в посту. Это будет просто с вашей стороны поддержка. Не все могут там донатить, не все умеют. Хотя я это все понимаю. Но, к сожалению, сегодня, если бы мы могли бы своими силами пробиться, пойти, я бы без всяких как бы проблем дал бы дёру, как говорится, заказывали все больше и больше материалов. Ну, хочешь работать, хочешь... Я вот сейчас заказывал 2 книги. Книги прибыли. В рассрочку хотел забрать, но даже в рассрочку не дают. А новые материалы каждый раз публиковать, показывать, к сожалению, не получается, если нету новых книг. Поэтому работаем по старым книгам. Ничего, постараемся. Ладно, задавайте вопросы книги, задавайте книги, бас. Да, Аллаха, дикрик хрену. Да, здесь я не знаю, это что у нас? Интересные чаты, видны все сообщения, показать суперчат, сообщения спонсоров, скрывать все сообщения, нет, скрыть все сообщения, нет. Суперчат, какой-то чат, видны все сообщения, интересные сообщения. Некоторые сообщения, например, потенциальный спам, будут скрыты. Ага, там, короче. То есть видео показать мы не... Ибраим, единственное, что я хотел сказать с тобой. Если у тебя получится
Ажауи Асаудина Асаунда. Не забудь этот сделать. Вырез. Зиятер эфир даю валили аси сурт да онсу. Хагу что сурт хватило. Вывали. Не туда. Ладно. Нарою тише. Стало. Все, дересил, да, духовно. Задавайте вопросы, что бы хотели вы спросить, пожелания, что бы вы хотели, чтобы мы изменили в формате. Башлам, Ибраим Марк. Валикум салам. Я не знаю, вы говорите так много вопросов, накопилось и так далее и тому подобное. Какой ингуш сычою просит Украина? Не понял я. Когда захожу в эфир, ничего от вас не увидишь. Сияние. А уж, это что у нас? Взрыв цветов. 50 человек в эфире. Да, я говорю, очень такие тихие. Неужто все нарнийцы там? Телеграм-чат, все у нас работает. Мне вот пришло несколько вопросов на WhatsApp. Ассаламу алейкум. Все слушают, Башлам. Алейкум салам. Слушают, это хорошо, уважаемые братья. Какой-то ингуш Сычою просит у украинской власти отдать им. Башлам, ты бывал в Зандаке? Проездом я был. Алейкум ассалам. Так, что у нас прямо? Нас не сбить с пути, потому что мы не знаем, куда идем. Да, хороший афоризм. Самое интересное, когда во время эфира отправляют вопросы на WhatsApp. Вот. Давайте тогда что-нибудь еще. Чтобы что-нибудь еще, чтобы... А то вы какие-то... Мне задавали вопрос вчера, кажется, в эфире Тайпан Мило. Со Тайпан Эхшбату. Нохчик Оман у Тайпан Эхшбату. Мне вчера задавали вопрос по поводу того, этимология Кавказа. Кавказа, Кавказа, каждый. Давайте я вам сегодня зачитаю еще раз для тех, кто не знает. Возможно, может знает, может не знает. Кавказа или к этимологии топонима Кавказ. Согласно научным изысканиям, название Кавказ впервые встречается в трагедии древнегреческого писателя Эсхила Прометея. Ну, я, честно сказать, не знал, что именно в трагедии Эсхила. Я посмотрел и сказал, так. Примечательно и то, что горный хребет Гиндукуш со времен Александра Македонского называют Индийским Кавказом. О Кавказе с древности слагались легенды. Вершины Кавказа соседей звезд Эскил. На Эльбрусе искали цепи Прометея. На Арарате ковчег Ноев. На Казбеке ясли Спасителя. Мудрое в знании трав Медея ставила кавказские травы. На Кавказе, кстати, насчет того, чтобы травы лечебные на Кавказе. Я хочу чтобы вы знали, уважаемые мои друзья, что Кавказ непосредственно на Кавказе среди нашего народа очень сильно отличались. Вот сейчас про травы, когда было сказано, лечебные травы, хочу, чтобы вы знали, именно одним с древних времен, одними из самых лучшими лекарями, травниками считались
среди ногчи народа, непосредственно среди нашего народа, травниками считались майстой, лекарями-травниками. Ну, вот так говорит, по крайней мере, история. А так, и это не обозначает, что вот сейчас, я не говорю, что они там были только лекарями там, и так далее, что они не воевали. Прошу сразу не наезжать и понять. Я вам говорю об исторических, а, как говорится, моментах. Дальше. Продолжаем. Ставила кавказские травы. На Кавказе происходила борьба между Зевсом и Тифеем, огнем небесным и огнем подземным. На Кавказе боги Олимпа вели борьбу со старыми богами-титанами. Но несмотря на все это, вопрос о происхождении названия Кавказ остается нерешенным, открытым. То есть до сих пор нерешенный открытый вопрос с названием Кавказ. Энциклопедические данные свидетельствуют о том, что Кавказ – это северная территория от главного Кавказского хребта, и осевую часть Кавказа составляет главный или водораздельный хребет и боковой хребет с вершины более 5000 метров. Кстати, грузины главным Кавказским хребтом называют Кавкасионе. Следовательно, э, речь идет о названии с древнейших времен главного Кавказского хребта Кав-К-Аза, Кавказ, то есть указанные горы – это сплошной хребет, стена, где имеется только один проход с проходимостью круглый год или ворота, так называемое Дарьяльское ущелье, Крестовый перевал. Крестовый перевал. Само название Кавказ состоит из двух слов. Известно, что в нахчийских языках проход ворота называют словом ков. И Аза у чеченцев, у нахчийцев точнее, имя матери солнца, божества. Имеется в виду древний культ божества. Прошу не путать, опять же, мы сейчас говорим непосредственно с точки зрения истории. Вот поэтому прошу сразу же как бы не накидываться с нашими указаниями ошибок или почему вот это языческий период и как каково было название во время язычества. А язычество было, поскольку если ты древний народ, то ты не можешь говорить, что вы не были никогда язычниками. Этот вопрос всегда у меня стоит ребром, и люди многие начинают со мной спорить по этому поводу. Но, к сожалению, если вы один из древнейших народов, автохтонных народов Кавказа, вы должны согласиться, что язычество среди нашего народа было. Поскольку самому исламу 1440, сколько там, 4 или 45, я не знаю. То есть, если твоему народу 2000 лет, в любом случае автоматически ты был уже язычником. Ну, или христианином, монотеистом. Ладно, продолжаем. Так, следовательно, речь идет о древнейших времен. Так, само название из двух слов. Кавказ, божества, так далее, так далее. Матери Солнца, божества. Указанное название Аза, заметьте, имя Аза очень часто встречается среди нашего народа. Среди ногчи народа имя Аза очень известное. Не забывайте, что это имя Матери Солнца, божества, языческого божества. Так что знайте на будущее. Аза, несомненно, так. Указанное название Аза, несомненно, соответствует названию страны. Аза, 9, 7, 6 века до нашей эры. Араратская равнина, отмеченная в работе Н. Аратуньяна на странице 20, параграф 27, на странице 325.
То есть речь идет о равнине Солнца в эпоху государства Урарту Нахрия. Если учесть родство нахчийского и урарских языков, то с тех пор то с тех самых времен часть предков чеченцев-нахчийцев, которые жили островками на северных территориях и островками на юге совместно с родственными картвельскими племенами, прошу заметить, книга написана, эти работы в основном написаны грузинскими учеными. И они утверждают, заметьте, тем, кто не хотел дороги в Грузию и там начинал говорить там, что грузины не хотят. Достойные грузины, наши настоящие соседи, хотели с нами дружбы, хотят, и взаимоотношения, как исторические, у нас были просто великолепные. И здесь написано, дальше продолжаем. Если учесть родство нахчийских, урарских языков, то всех самых времен островками на юге там с родственными картвельскими племенами, то есть не с одними там картвельскими, со всеми племенами родственные. В исторических материалах говорится. Наименование главного Кавказского хребта — проход ворота через горы, в ту область, где жили их сородичи к югу от э, Кавказского хребта, точнее Араратская равнина или Аза, назвали Кавказе, то есть проход через горный хребет к Азии, к солнечной, не Азии, а Азе, солнечной долине. Таким образом, слово «Кавказ» на основании данных нахчийских языков можно разложить следующий элемент. Кав — проход ворота, кав, ков, ну, да, знает, то он знает нахчий язык. А, К или Га — показатель направительного падежа нахчийских и в урартском языках, и Аза — название божества, а потом и равнина, где всегда обильно светит, греет солнце, то есть Араратская равнина. Переход Кавказа на Кавказ на фонетическом и лексико-семантическом уровне нахчийских языков вполне закономерно. А то, что первая часть слова «кав», полученная из «кавга», представлена в направительном падеже, это обычное явление в топонимике чеченцев. Ашер, Ачарашка, Ачарашки, Галашка, Галашки и так далее. Более того, у чеченцев имеются другие топонимы, обозначающие направление древнейшему божеству Делии, Арии, место проведения культа верховного бога Дела в древности. Дела в древности в районе селения Зумс. Но то, что название Дела и Села — это языческое название главного божества среди нахчийского народа, я думаю, знают многие. А если вдруг не знают, ну, я думаю, что вы должны об этом знать. Оно потом трансформировалось в единого Бога Всевышнего, Аллаха мы стали называть Аллах Дейла или Дейла и Аллах у нас синонимы, как главный единый Бог, чтобы было понятно. Так что не удивляйтесь, Дейла, Села — это трансформация языческого Бога, когда мы поняли, что нету никого, кроме Всевышнего Аллаха, оно трансформировалось, и название осталось за единым именем Всевышнего Аллаха, ну, в нашей непосредственной культуре. Вместе с тем, корень слова «кав» или «ков» встречается и в словосочетании «коукерт» — проход, ворота, ограда у чеченцев, что свидетельствует его продуктивности. В этих условиях вполне логично и научно правомерна этимологизация слова «Кавказ» на нахчийской языковой основе, сохранившегося на правительном падеже. Так она и зафиксирована у древнегреческого автора Эсхила.
Известно и то, что образ Прометея древние греки переняли у навчийских племен Кавказа. Тоже страница 97, 129. Смотрите именно в этом произведении. Существуют и другие точки зрения по этому вопросу. Например, Кавказ или Кавказпий и так далее, который также имеет право на существование. Пока историко-лингвистических доводов в пользу последней гипотезы очень мало. Вот такая вот, как говорится, тематика. Интересно, вот когда я начинаю говорить, вы начинаете разговаривать, задавать вопросы. Я останавливаюсь, вы перестаете задавать вопросы, я не знаю, что делать. Так как там всегда слово «ела», в этих словах, не думаешь, это древнее имя для самого Верховного Бога. «Ела» в других языках тоже есть вроде. Не ела, дела, через д. Дела, села. Есть. Эла нету названия Бога. У нас нету такого названия Бога. Главного Бога не было. А вот дела и села было. По крайней мере, я наталкивался на такое название. Так вот. Ладно. Но поскольку я, опять же, уверен, что вы вопросы задавать пока не будете. Нет, я не говорю, что вы не будете. Задавайте. Если вы будете задавать вопросы, я отвечу. И дальше. Я каждый раз читаю про Кавказ, про культуры разные. Но я хочу сейчас на один, вот, поскольку материал касается нас, я удивляюсь, когда некоторые люди возвеличивают бедуинов наравне с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Но я этого не говорил. Мы всегда говорим о нашей истории. Вопросы не видишь ты. Я вопросы вижу, все вижу. Один дома армян та за что один нардинец пришел. Пошла, разве пророк Нух, алейхиссалам, не был единобожником? Тогда о каком язычестве может быть речь про народ Ноха? Асса, отвечаю тебе на вопрос. Ну, сейчас пока мы остановимся, раз вы задали. Смотри, каждый раз вы знаете, что было пророков очень много. Особенно ученые алимы говорят, тысячами были посланники, которые исправляли людей, когда они приходили в неверие. Пророк Нух, алейхиссалам, потомками которых мы являемся, я уверен. Заметьте, я говорю мы, я не говорю, что только мы, я говорю мы все являемся. Если я не ошибаюсь, жил 900 лет, да, минимум 900, там некоторые говорят 900-950. И столько он непосредственно наставлял людей на путь истины. И после него было очень много пророков. Но пророк был четвертый, если я не ошибаюсь. И каждый раз после этого люди уходили в неверие, и приходили новые пророки. Неверие – это и есть язычество, когда забывали правильный истинный путь Всевышнего Аллаха. Ты же не будешь отрицать того, что написано в Коране, о чем говорил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Почему были последним пророком, является пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Был ли он единобожником? Конечно, был. Все пророки были единобожниками, и все они, когда люди становились греховными, отходили от истинных законов Всевышнего Аллаха, направляли их на путь, по которому люди должны идти, чтобы не попасть в ад, гиену огненную. И если ты считаешь, что мы народ Ноха, и с тех пор мы не сошли с трапа, не ошиблись, ты глубоко сильно ошибаешься. Я могу тебе привести пример Асса. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, печать над всеми пророками, последний пророк, который является последним со священным писанием, после его смерти
люди тоже являются мусульманами, но насколько они исказили этот ислам. Ты посмотри, сколько течений, ты посмотри, сколько сект, ты посмотри, сколько людей, которые ушли вообще, я не знаю, прислужниками сатаны и дьявола. Наш пророк, любимый Иса, алейхиссалам, который вернется, иншаллах, в который мы верим, то, что он оставлял учение, сегодня исковеркано, и люди опять же пошли не по тому пути. Ты уверен, что это учение оставил? Вот о чем идет речь. Если мы потомки Ноха, это не обозначает, что мы шли до конца. Нет, через 100, 200, 300 лет люди всегда сбивались с пути, ибо забывали истинный путь. Вот о чем речь идет. Поэтому нужно быть осторожнее. Язычество ушли, имеется в виду, там, ушли, стали на правильный путь. Я же не говорю тотально все, но я говорю о большинстве. Кто-то прав, кто-то нет. Если ты хочешь со мной поспорить, но я тебе объясню. Во-первых, во время Айсы это правильный путь, если говорить единобожие. Во время пророка Айсы, алейхиссалам. Он тоже говорил, будьте единобожьи, поклоняйтесь одному Богу. Мусы, то же самое, Харон, и все остальные пророки. Они всегда поправляли людей, говорили, веруйте в одного, не воруйте, не убивайте и так далее и тому подобное. Общие апостолаты. Но люди же сбивались с этого пути. Начинали поклоняться или золотому тельцу, или солнцу, или фараонам. Это все было. Сегодня люди поклоняются сатане, Бафомету поклоняются. Ты просто не представляешь, сколько оккультных сект различного рода. Но люди поклоняются, веруют в это. Приносят жертвоприношения. Какие это, я уже не буду углубляться, поскольку если тот, кто пожелает, может прочитать об этом просто столько литературы. И да убережет нас Всевышний Аллах от этого всего. Если бы мы все были белыми и пушистыми, конечно бы, может быть, я бы не сказал этого. Но мы были. Если ты поклоняешься молнии, там, грозе, молнии, там, не знаю, хиннан, там, и так далее, там, солнцу поклоняешься, луне поклоняешься, природным явлениям, это и есть язычество. Дереву, тотему, кто-то там каменному фалу и так далее и тому подобное. Поэтому нужно осторожнее быть с этими вещами. Если ты народ, как ты говоришь, которому 100 лет, ты можешь кляться и божиться, что ты никогда язычником не был. Ты прав будешь. Знаешь почему? Потому что ты только сформировался. Ну, тебе только сейчас, там, 250 лет тому назад появился ты. До этого тебя не было, или 200 лет тому назад. Тебя не было, тебя выдумали. Откололи, выдумали. И ты можешь поклясться, что с тех пор, как есть твой народ, ты являешься единобожником. И что у тебя не было никогда, ни язычества не было и так далее и тому подобное. Поэтому, ладно. Башлам, у какой-то части из нас присутствовали некоторые языческие элементы, но единобожие также всегда присутствовало. Ну, послушай, Расул, вы опять, вы опять Гоголя с Гегелем мешаете. У какой-то части. У какой части ты говоришь? Мы не говорим о современном человечестве. Нет, речь идет о 1000 лет тому назад, когда наш народ был сгулькин хвостик. Вполне возможно, что в то время кто-то был монотеистом. Я не спорю. Я не спорю. Но речь-то идет совсем о другом. Мы говорим о разных вещах. Я поэтому никогда не люблю на эту тему говорить. Ладно, дальше продолжаем.
здесь мне начали говорить, что я не отвечаю, постараюсь быстро ответить. Один норнеец пришел, а что за норнеец, где норнеец? Один дома, а армян-то за что? За что армяне? Так, некоторые норнийцы тоже пишут, что Галга происходит от бога Гал у халдеев. Я не знаю, я не ингуш, я не знаю ничего об этом. Я удивляюсь, когда некоторые люди возвеличивают бедуинов наравне пророка. Вопрос не видишь ты, говорит WLFZRV, я не знаю, себе ник хотя бы исправь, но я не вижу твоего вопроса. Один вопрос 4 раза написал, баха. Сейчас, где ты? 4 раза написал, не видишь вопроса. Ты, если бы я видел, я бы зачитал. Вот. Так, дальше. Они приходили напомнить людям о том, что они забыли. Они приходили всегда напомнить всем о единобожии. Они забыли. Забыли, оставили, там, начали поклоняться золотому тельцу. Это разные вещи. Ну да ладно, в принципе, это одно и то же, о чем мы говорим. Не следуйте за бедуином, следуйте за Мухаммадом. Ты о каких бедуинах говоришь? Я хочу сказать слово «ел» было в прошлом как имя для самого верхнего бога еще больше, чем 2-3 тысячи лет назад. Просто совпадает немного. Я не знаю про «ел» Башлам. Я понял, почему Бузуртанов так странно хочет доказать, что Нохчи не подумки Дзурцуков. Башлам страстно. Не понял. Ногчик, что обозначает башлам страстно? Так, башлам анисам бахдереса. Я же говорю про 1000 лет назад. Так, дальше. Я не ингуш, я не знаю. Ассалам алейкум, башлам. Как давно начали вяпи Цора называть себя Галгай? По твоему мнению, сколько Галгай живут ингуши? По моему мнению, вяпи Цора начали называть после отделения таковых и назвав, когда их начали называть, уже дали им автономию, область, вот с тех пор они начали называть. Что касается вяпи и Цорой. Цорой не могу сказать, но вяпи всегда назывались или вяпи, или кистинцами. Цорой, может, Цорой некоторые убеждали мне и говорили, что Цорой во время имама Шамиля были на стороне Шамиля. Не знаю, насколько это достоверно. Коран был ниспослан на арабском, Бог выбрал этот язык, я думаю, мы будем на нем говорить, и это логично. Я не знаю. Я не знаю, что Всевышний Аллах приготовил для всех людей. Я не знаю, к чему это придет. Башла меня свои ошибки. Все, Цагинаун, Лоша. Я зачитывал вопросы, которые есть, которые приходят. Что логические, конечно, суждения, нужно быть с этим осторожно. Так что вот все вопросы я зачитал, которые... Там есть какой-то вопрос, один ФСБшник, но это я такие вещи не... Ты прислал Расул Цичоев, это Уастхо, поэтому Цичоев не может быть Галга Ингушом. Наверное, тот Цичоев смешной и Галга Ингушом. Вот такое ты прислал что-то, я такой вопрос не вижу, никакого вопроса в этом. Почему нахчийские общества присягнули Халгаем и взяли их термин? Я не знаю, Маша, я не хочу туда лазить. Они сейчас в основном там Цорой, Нохчи, Цорой остались такие, как есть. Цорой, Нохчи, Вяпи, как были Вяпи, Нохчи, так и остались. Поэтому Кузадек, и что Цигахудуцас. Некоторое время после пророка Ноха единобожниками были люди, говорят тогда, наверное, и Нохчи были единобожниками. Конечно, нет, я же не говорю, после Ноха там 100, 200, 300 лет, они все были единобожниками. Ну, прошли-то 1000 лет. Шудухдахаш. Это было, может быть, 5000 лет тому назад, может, 4000 лет тому назад. Люди ушли в неверие, воевали, перемещались. Те, кто передавал скрижали какие-то, я не знаю, потерялись, уничтожены. Всякое может быть. Мы же вот сегодня мы собираем по кусочкам собираем свою историю. Почему вы удивляетесь, что в то время мы могли утерять какие-то свои корни или утерять какие-то свои, там, я не знаю, религиозные, скрижали и так далее и тому подобное? Стабулат, абсолютно верно, Маша.
Оуховские вяпи все 1,000,000% це ногчеву, сюда цашекуяться. Вот. Никогда не говорил. Вяпи, тут речь идет об кистинцах, их кистинцами именно называли. Вот это именно та часть, которая проживали в малые кистинцы, их назвали. Их в 1801 Дармячуса их было всего 1260 человек, обеих полов, всех кистинцев, ближних. А дальних было больше, дальних было где-то, чтобы не соврать, где-то 18 тысяч кистинцев. Машлам, как ты думаешь, как будет на ингушском гылок, не на гылок? Не как ингушском, нет такого слова. Я не знаю, еще раз повторю, я не ингуш. Я в основном и не лингвист. Я занимаюсь блогерством, я занимаюсь историей, нашей историей. А что касается, как там на ингушском, гылок, эздел, пездел, я вот эти, там, не знаю, сайнцовых саха. Я не обладаю этим диалектом, шудугдаш. Я понимаю, о чем говорить, но как таковой я не использую его. Я могу понять, что они говорят, о чем говорят, поскольку это часть нашего, как говорится, народа. А так я дальше не знаю. Не задавайте мне вопросы. У нас же есть своя история. Если кто-то придет насчет говорить, мы поговорим с ними. А так мы будем отвечать на их эти сказки монгольские и так далее. Там, разоблачением, там, я не знаю, это одно дело. Так, ладно. И, как говорится, давайте сейчас я раз начал. Хочу впервые зачитывать тоже. Иберия. Иберия. Прежде чем коснуться данной проблемы, необходимо разделить Грузию на две части. Западная Грузия, у нас в последнее время очень важна тематика про Грузию. У нас же очень любят нарнийцы обсуждать, почему чеченцы делают ногчи, прокладывают дорогу в Грузию. А возможно ли Шатили, они говорят, что Шатили это чеченская, мы никогда не говорили, что она чеченская. Там был вопрос, возможно ли, что когда-то Шатили входил исторически на земли чеченцев, об этом там был вопрос. Но это для этих дебилов и имбецилов, которые любят вечно эту тематику обсуждать. Грузию на две части. Западная Грузия в разные времена была известна под разными названиями Эгреси, Колхида, Лазика, Абхазия и Восточная Грузия. До распространения термина «картли» назвалась Иберией. Иначе говоря, до установления господства племен картов гегемоном в Восточной Грузии было племя иберов. Отсюда вытекают, что термины Иберия и Картли мы должны считать не синонимами, а названиями разных грузинских племен. В свою очередь, по Страбону Иберия делится на две части – горную и равнинную. Горная часть Иберии занимает воинственное большинство, в образе жизни сходное со скифами, сарматами, с которыми они находятся в соседстве и в родстве, и в родстве. Данное сообщение явно подразумевает население горной части Иберии. В данном случае под этими последними скифо-сарматскими племенами несомненно подразумеваются родственные грузинам северокавказские адыго-чечено-лезгинские племена. Как мне нравится это название, это просто великолепно. Вы послушайте, как оно звучит. Оно просто настолько круто звучит. Бяхмабилаш. Настолько круто звучит, несомненно, подразумеваются родственные грузинам
северокавказские, я бы еще добавил автохтонные народы, адыгейско-чечено-лезгинские племена. Это просто бомбически. Это все через дефис племена, которые подразумевались под собирателем названием скифов, кемерийцев и сарматов. Причем до IV века до нашей эры в Восточной Грузии жили саспери, возможно, связанные с Субарту-Урарту, а потом их называли иберами. В древности, например, нахчийские племена были распространены не только к северу от главного Кавказского хребта, но, по-видимому, и к югу от него, в Закавказье и еще южнее. В этой связи, например, говоря о Тушинах, академик Г. Миликишвили в своих работах несколько раз рассматривает вопрос о Цово-Тушинах. По его мнению, горные районы Грузии, южной отроги Большого Кавказского хребта, кроме картвелов, были частично заселены нахчийскими племенами. Что касается сложного слова «саспери» от «сасбери», то его можно разложить на следующие элементы. Саспери и сасбери. Первая часть. Сас, дефис ани. Потом шани, чани, то есть чеченцы. Вторая часть. Саспери, сибер, от субер, субар, от убар и от ибер, от бар-бер чеченский, хевис, бери или бадри, барди грузинское. Здесь интересно представляется сравнение грузинских хевисбери, дословно ущелье староста глава. Первая часть слова «сас» представляется идентичному чеченским вару, тейпу, сесной. Вторая часть сесной, тейп сесен душун. Başlam çılazım. Освободилась. Жаплур душу лица. Бери всадник, главенствующий всадник. Более того, чеченской фонетике свойственно выпадение свистящих в начале слова. Стаг дает таг, человек. Сту дает ту, бык. Стигал дает тигал, небо и так далее. Вместе с тем необходимо отметить, что сапери после падения Урарту занимали обширную территорию от Кавказских гор до Тавра и от Колхиды до так называемого Северного Ирана. И после выпадения начального «С», вероятно, получили Иберии. В этой связи интересно отметить о сохранившейся полиэтничности Восточной Грузии на заре новой эры, среди которых нас интересует нахчийский элемент Тушины. Основательное изучение исторических источников убеждает нас в том, что тушинское поселение в Нагорной Грузии возникает в далекой древности. Например, географ Птолемей в II веке нашей эры упоминает Тушин в своей географии под именем Тусков. В последующем армянском историк Ананий Широкаций упоминает Тушин в числе других племен, живущих в горах Кавказа под именем Туши. Более того, сведения о Тушинах в горной Тушетии встречаются в Картлис Хауреба, где не раз упоминается Тушетия, Тушины. Леон Тимравели пишет о том, что святая Нина, которую сопровождали епископ и Эреставий воевода вооруженным отрядом, обратила в христианство эрцотианецев, но часть горцев, в том числе пховы, не пожалев принять христианство, покинули свою страну и переселились в Тушетию, где еще существовала древняя религия. Что касается, сегодня мы видим, да, про древнюю религию очень
часто мы об этом говорим, указывается материал. Что касается корня туш, то он, возможно, тот же, что и именем халдского бога Тушба. У хетов был не только бог Тешуб, но и Удод у них был священной птицей. В ряде работ в древней истории встречаются изображения статуи божества на внутренней стороне ворот Богоз... Я хочу, чтобы всем было понятно, чтобы мы... Богозкея, на котором божество держит скипетр, заканчивающийся головой Удода, священной птицей древненахчийского тотема Тушоли. Элемента туш не может быть случайным и в этрусском языке. Так, например, египетские летописи времен 20-й династии знакомят нас с некоторыми до того неизвестными народами, совершавшими нападение на царство фараонов. Среди них названо племя Тушра или Турша. Это племя теперь считается предком этрусков, которых также называли себя Турша. Наконец, название столицы Урартского царства Тушпа связано со словом туш и объясняется из нахчийского языка Тушпа Тушпха. Пха по-чеченски обозначает ойкумена, буквально значит город Туша. Следовательно, можно предположить, это этнотопонимы Туш, Туский, Пелазги, Этрусский и Баски – слова одного корня. Этот вопрос еще нуждается в специальном исследовании. Вышесказанные органически перекликается с древним архитектурой нахчийских племен. Так, например, Страбон говорит, что Иверия большей частью так хорошо застроена городами и поселками, что там есть даже черепичные крыши, рыночные площади и другие сооружения, воздвинутые по правилам архитектуры, сохранившиеся до сих пор архитектурные сооружения коренных этносов Кавказа, красноречивое свидетельство этому. В отношении горцев Иберии Страбон отмечает, что они в случае какой-нибудь тревоги набирают много десятков тысяч воинов, как в своей среде, так и из тех соседних скифов-сарматов. Определенная часть населения Горной Иберии, вероятно, находилась с албанами в родстве не в меньшей степени, чем с сарматами, то есть, очевидно, северокавказскими, бацбийско-кистинскими и другими племенами. В определенном исторический период под сильным влиянием Иберии попали и не грузины, горцы Кавказа. Судя по историческим источникам, античную эпоху гегемония картов должна была распространиться на многие чеченские, албанские племена. В последующем некоторые племена даже полностью огрузинились. Этимология топонима Иберия дана грузинским ученым, например, Шедзидзугури. Здесь необходимо учитывать фактор Баскакской Иберии. Вместе с тем, желательно было бы исследовать его привлечением данных других родственных иберийско-кавказских языков, которые надежно укрепили бы доказательную базу картвелологов. Вот так вот на сегодня мы зачитали про Иберию, версию про Иберию. Что касается Тушба, об этом мы тоже говорили. Я думаю, что это Академия наук Грузии, многие работы Академии наук Грузии, и многие перестанут. Так, сейчас я отвечу на вопросы, если есть. Уже показали. Так, Башлам имеет ли так Собордилаш? Так, Расула не знает. Бывает Бузуртанов, монгол. Не надо, Расула не знает свою историю. Хорошо.
1400 лет назад некоторые нохчи поехали в Мекку, приняли ислам, откуда привезли пророк. Это W, эту историю я знаю, она не подтвердилась. Нохчик, те, кто хорошо знает свою историю, выдают это в ином свете своим. Башлам, имеет ли Гаргарей что-то общее с Галгай? Да, имеют, конечно. Галгай был таким же тейпом, как и многие чеченские тейпы. Мы были единым народом. Вот. А Гаргарея это обозначает, и этому термину дают все названия родственные тейпы, люди, значит, они имеют к этому отношение. Так. Башлан. Чэрлац вахан шелвил мятсон. Да нет, вашац, ажим шелвил, может, не думаю, что во время рыбалки, хотя все может быть. Мятсон, шелвил, мятсон. Суна, хз и историю, истриц оклуш. Я знаю, я спрашивал, интересовался, подтверждения нигде не нашел, уважаемые друзья. Ас уже показали, что Гагария это Тартария. Да, это, конечно, мы показывали. Курхарса. Про Курхарс ингушский слышал. Почему ингушский? Я не уверен, что он ингушский. Расул вор не может кричать, что я вор. Курхарс древний мудрый головной убор норнийца, автор древний мудрый историк Бузуртян Русик. Так, это зачитал. Английские библиотеки Чуа ингушский карт Карина Бохшин ингушу. Да, это Болтсон. Я давно уже выяснил, что так называемые ингушины, основной частью представителей наших тайпов, были добровольно принудительно присоединены. Также поделки. Ну вот, конечно, я надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Уважаемые мои друзья, если у вас есть вопросы какие-нибудь, вы можете задать вопросы, я постараюсь ответить. А так, как вы знаете, эфир у нас идет уже 2 часа, без малого. Мы сегодня обсудили много интересных моментов. Если вдруг у меня получится, завтра вполне возможно, может, у нас будет как бы небольшая поддержка, если получится. Если она поступит, я постараюсь сделать эфир завтра. Тоже в 11 часов мы продолжим. У нас следующая идет Колхида. После Иберии мы вот так понемножку закончим и ознакомимся. Вы слушайте материал, запоминайте, что-то вам интересное, касающееся, сомнительное. Задавайте вопросы. Я же это все делаю ради вас, ради нашей истории. Чтобы мы ознакомились со всей этой ситуацией. Не просто там для того, чтобы потерять время, мучить вас уже 2 час ночи. Я огромная благодарность вам всем, мои уважаемые, дорогие подписчики, все, кто смотрит в прямом эфире и задает вопросы, все, кто смотрит уже после загрузки YouTube. Я вам благодарен, огромная благодарность моим братьям, которые любым путем пытаются, каким бы ни было образом, отправить, задонатить, помочь нам. Ваша поддержка, все, что вы делаете, благодаря вам мы, по крайней мере, пока существуем, ведем свой блог, пока это возможно. Не всегда получается ежедневно это делать, но это уже не столько от меня зависит. Вот. Не забывайте ставить лайки, не забывайте отправлять вопросы. Башлам, культура связана с религией? Конечно, связана. Культура неотъемлемая часть от религии, и религия связана с ними. Ассаламу алейкум, башлам, Аллах рез, масанахил, шунахил, Аллах рез. Всем подготавливайте вопросы по истории, там, что вас интересует, по тематике касаемо нашего народа, географии, общественно важные вопросы. Не внутренняя политика, вот это не надо, потому что вы знаете, сусайнох чучу, а. Да, ко мне проблемы не нужны, и вам проблемы не нужны. Что изучение своей истории, культуры, географии, адатов, истории – это необходимость, это то, что будет всегда держать нас
бодрячком всегда будем знать, что же на самом деле творилось, какова была история нашего народа, какие минусы, какие плюсы, в чем проблема, как пытаются в 21 веке нас до сих пор сделать все, чтобы а, а, сделать все, чтобы раздробить наш народ, разделить нас, отделить кусками. Все обо всем мы рассказываем, отвечаем на вопросы. Я, честно сказать, не занимаюсь провокациями. Люди задают вопросы, я отвечаю. Конечно же, желательно задавать вопросы касаемо тематики, конкретной тематики. Вот он сказал это, правда, неправда. Вот эти вещи, конечно же, намного важнее. Когда мы начинаем, ну, я веду историю, там, до сегодня рассказывал историю, там, не знаю, Чеберлоя или Шароя или Галанчужи, я рассказываю, а вы параллельно заходите и рассказываете мне там, говорите там Русик или Красный Горшок или какой-то там Даунитас пытается там, сказал что-то это, сделал что-то это, как мы, что ты думаешь об этом. Нет, конкретно вот этот вопрос историческом задали, мы ответили. Можете подготовить вопросы, можете посмотреть эфир, прослушать еще раз, о чем мы зачитывали, что я думаю, как там мы можем посмотреть, откуда информация, насколько достоверно, насколько это авторитетные люди заявили. А, Амин Везендер. Это все нужно знать, это все нужно фиксировать, передавать своим детям. Нужно отсекать всю ложь, недостоверную информацию, правдивую информацию, историю. Да, любое касательно селения, касательно тейпа, касательно культуры, адатов, оно все нужно знать. Цундер ванюк абарт халбиз, вай ца халбиз, вай горч, оши, гортуш, халавай дадалбиз. Цахуле. Мы воспитаем общество неблагодарных потребителей, которые перестанут быть ногчи и станут, я не знаю, прислужниками, рабами. А наш народ никогда не был ни прислужником, ни рабом. Мы всегда достойно, демократически, равноправно, справедливо жили на Кавказе. И мы потомки своих предков. Вот. Поэтому самое главное, которые должны знать все ногчи. Деба, Деша, Даха. Правило 3D. Деба, Деша, Даха. Размножайтесь, учитесь и живите. Для того, чтобы историческая справедливость восторжествовала. Если вы будете учиться, все будет хорошо. Ваши дети не будут рабами. Вас не выкинут как ненужный, не знаю, старый хлам, дома престарелых и так далее и тому подобное. И многое другое. Если вы будете жить, вы будете ценить жизнь, возрождать Родину, думать о несправедливости, о законах, как все это нужно сделать, как это все нужно восстановить. Понимаете? Вот. И там многое другое. Это целая философия. Кстати, я не инициатор ее, как бы, грубо говоря, я ее более дополнил, расширил. Кажется, вот эту тему говорил один из наших самых авторитетных и Кетер Паш, все нормально, поверь мне. Я тебе обещаю, я не подведу вас насчет этого. Об этом говорил, кажется, сейчас я вам скажу, наш ученый Авторханов. Он еще говорил в свое время об этом. Дишер, Деба, Даха. Диш или Деба, что-то он такое говорил. Но третье,
когда было, не было, не знаю, ну, как он это говорил, я не знаю, но все в этих словах можно, конечно же, найти целую, как говорится, развитие для нашего народа, чтобы мы не всегда эм, теряли свой народ, не всегда воевали. Поэтому, ну, поймете многое, о чем я говорю. Против несправедливости и так всегда воевали, я знаю. Вот, речь сейчас не об этом, речь о других вещах. Ну ладно, всем желаю сладких снов. Ну, сейчас уже 2 часа ночи, второй час ночи. Масарна Дересхил, огромная благодарность всем моим подписчикам. Про Дзурдзук наших предков. Про Дзурдзуков мы тоже прочитаем и расскажем. Кистов, Дзурдзуков, все будет. Просто немножко, когда Садула Гихинский, если я смогу, Кансу Каркопяк Йогой, мы сделаем завтра эфир в 11 часов. Я должен реабилитироваться, я постараюсь сделать или каждый день, или, по крайней мере, кажется, Ажим Копяк, я сразу эфир ширюш. Да, ну, по крайней мере, за каждый час и шумца, да. Вот такая вот тупая пока система, но постараюсь. I'm Грут, ваша эфире проблема. Проблема у меня с финансами. Я не могу, как говорится, всегда не тяну я финансово, короче, что. Ладно, об этом. Это не ваши проблемы, я постараюсь их решить. Всем спасибо, огромная благодарность брату, который сегодня задонатил, тоже Ибраим Дейрес Хейл, он отдельно за поддержку. Ну, тем более, с вами был ваш друг, брат Башлам на канале Башлам 3 девятки. Распространяйте, раскидывайте информацию, дайте знать, где мы проводим эфиры. Это на нашем телеграм-канале. Если кто-то захочет провести прямой эфир. И, как говорится, и на YouTube-канале. Также можем делать на Рутубе, ВК и везде. Поэтому, да, да, Сидуэлшу, да, доктор. Я вас очень прошу, собирайте побольше людей, аудиторию побольше, чтобы мы с вами могли реальные проблемы решать. Всем, кто поддерживает нас и наш канал, огромная благодарность. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.